Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл в ничью с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе хозяев забитым мячом на 30-й минуте отметился Дрис Мартинс. У гостей гол на 57-й минуте забил Антуан Гризманн. Мартинс забил за «Наполи» уже 121-й гол и сравнялся по этому показателю с Мариком Гамшиком. Игроки делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории команды. 18 марта в Барселоне пройдет ответный матч между клубами «Наполи» и «Барселоной». С 26 февраля на Берлинском велодроме стартует чемпионат мира по велоспорту на треке. Чемпионат станет 117-м в истории и продлится он до 1 марта. В рамках турнира разыграют 20 комплектов наград. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 46 стран. Турнир стартует в среду квалификационными заездами в командных гонках, преследования у женщин и мужчин. На следующий день после окончания чемпионата будет опубликован новый мировой рейтинг, по итогам которого окончательно определится количество спортсменов от каждой страны, которые и будут заявлены на Олимпиаду в Токио. Состав женской команды России на данный момент выглядит следующим образом. Наталья Антонова, Анастасия Чулкова, Тамара Дронова, Диана Климова, Мария Наволоцкая, Екатерина Рогова, Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. У мужчин от России на мировом первенстве выступят Никита Береснев, Денис Дмитриев, Александр Дубченко, Александр Евтушенко, Иван Гладышев, Лев Гонов, Виктор Минаков, Шейн Паркинс, Андрей Сазанов, Александр Шарапов, Иван Смирнов, Кирилл Свешников, Глеб Спица и Павел Якушевский. Медали будут разыграны в личном и командном спринтах, личной и командных гонках преследования в мужском и женском гите с места. Также станут известны победители в Кейрите, Скерче, гонке по очкам, Мэдисоне и Омниуме. А в Беларуси стартует соревновательная часть чемпионата Европы по биатлону. Чемпионат носит статус открытого турнира, и заявиться на соревнования могут спортсмены из любых стран мира. Женскую сборную России представляют Виктория Сливка, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова. В мужскую команду вошли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов. В среду днем состоятся квалификации в мужском и женском суперспринтах. Финалы пройдут уже сегодня вечером. 27 февраля пройдут сингл, микс и смешанная эстафета. 29 февраля мужская и женские спринты. Турнир завершится 1 марта мужской и женской гонками преследования. Переходим к обзору матчей континенталки. Петербургский СКА обыграл в гостях ЦСКА в своем заключительном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе петербуржцев шайбы забросили Евгений Кетов, Ярно Коскеранта, Артем Зуб и Андрей Кузьменко. У ЦСКА единственной шайбой отличился Кирилл Капризов. СКА одержал вторую победу над московскими армейцами в текущем сезоне, уступив в 4 встречах. Победа стала для петербургского клуба 12-й к ряду в чемпионате. СКА набрал 93 балла в 62 встречах и возглавил таблицу Запада. ЦСКА идет вторым, набрав 92 очка в 61 матче. Для победы в западной конференции команде Алексея Кудашова требуется, чтобы ЦСКА в заключительном матче уступил 27 февраля дома в Сочи в основное время. Продолжаем выпуск. Нижегородская «Торпеда» на своем льду одержала победу над Хельсинским «Йокеритом» и стал последним участником плей-офф континентальной хоккейной лиги сезона 2019-2020. Результат встречи – счет 3-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жордан Шрёдер, Тайрати и Кирилл Ураков. У проигравших отличился Никлас Йонец на 12-й минуте. «Торпеда» в итоге набрала 64 балла. Таким образом определились все участники плей-офф КХЛ текущего сезона. От западной конференции ими стали московский ЦСКА, Динамо, Спартак, Санкт-Петербургский СКА, Йокерит, Ярославский Локомотив, Подольский Витязь и Торпеда. Из восточной конференции в плей-офф вышли Казанский Акбарс, Борис из Нур-Султана, Омский Авангард, Екатеринбургский Автомобилист, Новосибирская Сибирь, Уфимский Салават Юлаев, Магнитогорский Металлург и Нижнекамский Нефтехимик. Плей-офф континентальной хоккейной лиги стартует уже 1 марта. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.